Андрей Барциц был назначен министром юстиции 6 июля 2020 года. Молодой кандидат юридических наук, работавший до этого в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина, сразу объявил курс на цифровизацию. Командой Министерства юстиции изначально было коллегиально определено, что мы будем двигаться в сторону развития цифровых инструментов именно ведомственного администрирования. И именно в этой связи, исходя из этого приоритета, мы говорили о том, что изначально мы будем создавать 3, на наш взгляд, очень важных и нужных проекта. 2 из которых уже реализованы. Это электронная база единого госреестра индивидуальных предпринимателей и база юридических лиц. Это аналоговая база данных Министерства юстиции. Раньше, когда предпринимателю нужна была выписка, сотрудник Минюста принимал заявку с квитанцией об оплате и вручную, исходя из года регистрации и фамилии заявителя, искал информацию в этих бесконечных альбомах. Потом выписку должен подписать лично министр или его заместитель, и только после этого получатель может ее забрать. По закону срок ожидания документа до 10 дней, по факту до 7. Если нужно срочно, двойной тариф за комиссию, вместо 200 рублей 400. Теперь такая необходимость отпала. Все выписки выдаются за день. Выписку мы выдаем. Вот, например, какой индивидуальный предприниматель, любой, допустим. Мы выдаем выписку. То есть вот нажатием одной кнопочки у нас выходит выписка. Раньше вы что делали? Ну, конечно, вручную. Мы тоже заполняли, но это все было в Word. Естественно, мы заново все впечатывали. А тут один раз надо внести запись и все. Серверы, на которых хранится информация, располагаются в Абхазии. Дорогое, зачастую программное обеспечение не используется. Все создано силами местных абхазских специалистов. Базу данных оцифровывали волонтеры, в основном студенты юрфака АГУ под руководством сотрудников министерства. Наша основная задача – это цифровка базы данных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. И за время работы, около 6 месяцев мы работаем, мы проделали большую работу, вбили всех индивидуальных предпринимателей, а их около 24 тысяч, и юридические лица вбили около 7 тысяч и продолжаем вбивать еще в процессе. Я не в штате, так как я учусь, у меня есть пока свободное время, я хожу на общественных началах. Я получаю для себя опыт и по окончанию, чтобы мне уже было легче найти работу и заниматься делом. Если базы данных юрлиц и ИП уже созданы и работают, то третье детище Минюста, база данных актов гражданского состояния и нотариальных действий, пока установлена только в 3 ЗАГСах Абхазии и проходит апробацию. Я могу вам доложить, что существующая база, платформа записи актов гражданского состояния и нотариальных действий сейчас уже готова, она внедрена в 3 ЗАГСа уже. Проходит процесс первичной адаптации и апробации, то есть мы выявляем системные неточности, проблемы технического характера. Вся сложность этой базы будет на перспективу заключаться в том, что, грубо говоря, эту базу мы внедряем, скажем, с сегодняшнего дня. То есть с сегодняшнего дня все акты гражданского состояния будут уже находиться в цифре. Сразу возникает вопрос, что делать с тем огромным количеством актов гражданского состояния, предположим, за весь прошедший период. Проблема оцифровки архива актов гражданского состояния и нотариальных действий заключается в том, что этот объем информации несравнимо больше, чем в уже реализованных проектах. Причем насколько больше, понять тоже непросто. Ни я, ни моя команда, мы не можем даже предположить этот объем, мы его не видим. Он находится либо у нас в архивных помещениях, либо в центральном архиве. Мы не знаем, какое точное количество страниц необходимо оцифровать. Это одна сторона вопроса. Вторая проблема – это часть этих документов заполнена, например, вручную. То есть это разбери еще почерк, нужна специальная техника, которая будет это делать, и дальше нужен будет человеческий фактор. То есть то, что не разобрала техника, необходимо будет, чтобы разобрал человек. Нам очень сложно планировать и прогнозировать по времени, но мы не планируем отступать, мы будем двигаться в этом направлении обязательно. Все проекты по цифровизации работы государственных ведомств и Министерства юстиции в том числе реализуются с перспективой дальнейшего объединения всех баз данных и создания многофункциональных центров, где любую госуслугу можно будет получить в формате единого окна. Вот, к примеру, вы хотите получить паспорт. Я задавался вопросом, я обращаюсь к государству для того, чтобы получить удостоверение, паспорт гражданина, и государство меня отправляет в другие органы государства для того, чтобы там собрать какие-то справки. То есть для меня
было странно, но государство должно и само знать, какие справки, где, то есть само должно собирать эти справки. Вот к этому, на мой взгляд, мы должны прийти. Конечно же, создавая вот эти вот механизмы, мы сами для себя хотим создать некий прообраз, некую платформу, некий фундамент для того, что в разных странах называется многофункциональный центр. Ведь именно на базе таких платформ и потом надстраиваются госуслуги, мои документы, многофункциональный центр и так далее. Теперь, когда базы данных юрлиц и ИП созданы, Министерство юстиции занимается развитием своего сайта и расширением функционала. Цель в ближайшей перспективе – создать систему, при которой подать заявку на выписку, оплатить комиссию и получить нужный документ гражданин сможет удаленно, не приходя в Минюст. Надежда Боровикова, Товник Амичба, Абаза ТВ.